Друзья, приветствуем вас. Очередной выпуск передачи Love Zone на информационном портале Love MD. И в нашей студии примар муниципия Чедерлунга Анатолий Топал. Анатолий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас. Рады, что вы нашли в своем плотном графике время поучаствовать в нашей сегодняшней дискуссии. И первый вопрос у меня будет, соответственно, отношений примарского корпуса с региональными властями. Помнится, что Башкан проводила встречу с примарами, где многие примары высказали мнение и просьбу о том, чтобы ежемесячно такие же встречи проходили. Как на сегодняшний день осуществляется эта инициатива? И вообще, ведется ли диалог с примарским корпусом со стороны региональных властей? К сожалению, у нас ничего не поменялось. Мы, примары, раз в месяц собираемся. Мы составили графики. Раз в месяц мы собираемся в определенной примарии, обмениваемся опытом, обмениваемся проблемами, которые между нами существуют, между примарским корпусом. Последняя встреча такая была в Кангазе, где примары изъявили желание встретиться с Башканом. Мы обратились с нами в Башкан с тем, чтобы она организовала встречу примаров, только примаров с Башканом Гагаузии. Нам обещали, что такая встреча в ближайшее время состоится. Прошло практически 10 дней. Другой информации нет, поэтому мы очень надеемся, что мы сможем все-таки достучаться, и у нас будет встреча с Башканом тет-а-тет, где мы сможем говорить о тех проблемах, которые есть, и, соответственно, попытаться все-таки наладить сотрудничество, чтобы у нас примары все были своими, чтобы не были примары свои, а не были примары чужие или какие-то сторонние, потому что мы живем в нашей общей Гагаузии. Примары избираются так же, как Башкан, всенародно жителями своих населенных пунктов. И хотелось бы, чтобы такое сотрудничество было, чтобы проблемы решались и проекты реализовывались не только в избранных примариях, но и по всем населенным пунктам Гагаузии. В одной из наших программ ранее вы упоминали о том, что недостаточно региональные власти проявляют интересы к проблемам Чедерлунги. Насколько, по вашему мнению, исполнительный комитет, депутаты от вашего населенного пункта на сегодняшний день заинтересованы в решении данных вопросов? Я очень надеюсь, что они заинтересованы в решении вопросов своих населенных пунктов, потому что депутаты Народного собрания тоже избираются с каждого населенного пункта. У них этот год предвыборный, как правило, предвыборный год, депутаты думают о будущем, стараются максимальные средства для своих населенных пунктов выделить. Если говорить по 2024 году, то на территории города региональная власть реализовала один проект, то есть был капитально отремонтирована кровля Дома творчества, который находится в ведении само здание собственности властей Гагаузии. Мы в рамках проекта местного значения получили 720 тысяч леев всего лишь. Если сравнить 5 лет назад, это было 5 миллионов леев. Видим, что цифра уменьшилась практически в 7 раз. Данные средства мы направили на ремонт, капитальный ремонт 3 тротуаров. А инвестиции, которые в город пришли, вот мы сейчас готовимся к отчетной сессии, которая состоится у нас 25 марта, где будут отчислиться примар, заместители со всеми службами. Так вот, предварительно сумма инвестиций в 24-й, переходящий 25-й год составила в городе 93 миллиона леев. Это один наш годовой бюджет. Это те средства, я сейчас не беру средства, которые там пошли на капитальный ремонт кровли с бюджета Гагаузии, те 720 тысяч. Я говорю о тех проектах, которые мы выиграли, и те средства, которые пришли с бюджета Кишинева и с наших доноров. Наши доноры — это в основном страны Европейского Союза. Так эта сумма составляет более 93 миллиона леев. Есть проекты, которые переходящие. Соответственно, если сравнить 720 тысяч, которые мы получили с бюджета Гагаузии на вложение местного значения, и 93 миллиона, то мы можем с вами понимать, о каких цифрах мы говорим на уровне Гагаузии и на уровне наших работы, которая ведется в рамках проектов. Ну да, вот буквально на прошлой неделе здесь в студии у нас был начальник главного управления делами Башкана Иван Калиогла, где он как раз и упоминал о капитальных инвестициях, выделенных на ваш населенный пункт на ремонт крыши и проектирование первого этажа Дома творчества и на реконструкцию местного стадиона, где была, по-моему, озвучена сумма 1 миллион 200 тысяч. Учитывая потребности города, соответствует ли такое финансирование вашим ожиданиям? Ну, по стадиону, к сожалению, эта сумма осталась в прошлом году. Я, насколько знаю, тендер по
Мы потратили серьезные средства на разработку проектно-сметной документации по стадиону нашему городскому. Но тендер прошел, и проект так и не начал реализовываться. Он остался в 2024 году. Что будет с этим проектом? Говорит, что он пошел на Чадурунга, к сожалению, его нет. Мы уже имеем середину марта, а про проект мы ничего не слышали, про стадион. Кровля капитально была отремонтирована бывшего дома творчества, который сегодня пустует. И там, кроме кровли, там нужно еще порядка, наверное, несколько миллионов выделить на ремонт самого внутреннего помещения, потому что он не позволяет сегодня принимать детей. Сегодня дети раскиданы, как музыкальная школа, как художественная школа. Это структуры, которые находятся не в ведении города, находятся в ведении районных районных властей. И, как я сказал, 5 миллионов леев 5 лет назад мы получили из бюджета Гагаузии, 720 тысяч в прошлом году. Мы видим, что суммы не соответствуют тому, что было раньше. Гагаузия создавалась для того, чтобы в том числе развивать населенные пункты Гагаузии, чтобы люди, которые живут в городах и селах, Гагаузия состоит из городов и сел, в которых проживают наши жители. Хотелось бы, чтобы бюджет Гагаузии распространялся на все населенные пункты, не только Чадурнунга, но и села. А сегодня сумма на этот год, допустим, примары, мы вообще не владеем ситуацией. Будут какие-то капитальные вложения на населенные пункты, не будет, информация фактически закрытая. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем увидеть, будут какие-то средства, не будут. Надеемся, что в ближайшее время исполком и Народное собрание фонд рассмотрит фонд поддержки, не поддержки, а возмещения контрибуции. На сегодняшний день примария Чадурунга подала на 8 миллионов леев возмещение суммы по тем проектам, которые мы уже реализовывали или реализовываем в данный момент. Сегодня в городе мы реализуем 3 больших проекта. Это строим фабрику, где сумма инвестиций 35 миллионов леев, где мы ждем контрибуцию 5,4 миллиона с бюджета Гагаузии. Мы капитально ремонтировать будем здание мэрии, где запланирован ремонт кровли, утепление, ремонт внутренних помещений. Сумма инвестиций около 7 миллионов леев. В данный момент идет большой проект детского сада номер 8, где мы капитально утепляем здание, будем благоустраивать территорию. Это сумма инвестиций 6 миллионов леев. Это средства польского фонда Solid фонд. То есть мы не ждем средства с Гагаузии. Мы надеемся, что Гагаузия хотя бы в рамках закона о фонде возмещений будет возмещать нам сумму контрибуции. Я знаю, что в бюджете сумма заложена, но пока еще ни исполком, ни Народное собрание не рассматривали. А мы уже заканчивается март, а по производственному площадке, где можно открыть 500 рабочих мест, сумма контрибуции 5,4 миллионов. Она для нас очень важна, потому что она может поставить под угрозу само окончание самого строительства, которое запланировано на октябрь этого года. И у нас есть инвестор, который готов прийти, начать работать и открыть 500 рабочих мест не только для жителей города, но и для жителей ближе расположенных населенных пунктов, как Гагаузии, так и частично Тараклийского района, где государство выделяет 22,5 миллионов леев, Гагаузия, соответственно, 11 миллионов леев, и бюджет города порядка 3 миллионов леев. Это такой совместный проект. И хотелось бы, чтобы такой важный проект имел будущее, имел окончание, и чтобы мы увидели, что мы имеем очень серьезный проект, связанный с поддержкой экономики и реальным открытием рабочих мест. Я думаю, что так и будет, потому как мне известно, что на сегодняшний день вы занимаете лидирующее положение по написанию и реализации многочисленных проектов не только в Гагаузии, но и в Молдове. Как обстоят дела вообще с привлечением донорского финансирования для реализации различных проектов? И оказывает ли влияние на взаимоотношения с иностранными донорами тот факт, что наша Башкан Евгения Гуцул внесена в санкционные списки? Мы работаем, как и работали. У нас работает отдел по привлечению инвестиций, написанию проектов. Я бы не сказал, что взаимоотношения между региональной властью и центром сказались на наших проектах. Буквально недавно был отобран очень большой проект, где попала Чадурунга наряду с 2 еще мэриями Молдовы, это Кантемир и еще 3-я мэрия, не помню. Очень важный проект, связанный с изменением климата. Сумма проекта 17 миллионов леев. Где в рамках этого проекта он будет реализован в течение 2 лет. Мы сейчас готовим необходимые документы, где планируется сбор дождевой воды, которая раз в год, у нас дождь в Чадурунге, допустим, идет. Происходит затопление части города, района 6-й школы. Это улицы Гужуковского, Сыртмача, Гоголя, соответственно, Полевая. В рамках этого проекта мы планируем эту дождевую воду собирать, целенаправленно направлять ее по
водоотводным лоткам, собирать специальные емкости, где она будет отстаиваться, и дальше использовать ее для полива тех растений. Мы создали в рамках проекта питомник для растений зеленых, где было высажено в прошлом году порядка 7000 саженцев, кустарники, цветы, разные породы деревьев. Они нуждаются в поливе. Мы планируем, что будем с помощью этой дождевой воды поливать, использовать для полива, использовать воду для полива наших 2 парков. Посадили мы порядка 10 тысяч саженцев в прошлом году. В том числе в жаркую погоду поливать наши центральные улицы, для того, чтобы немного освежать. Там запланировано приобретение спецтехники. Плюс самое главное — это капитальный ремонт дороги по улице Гоголя. Это долгожданный проект, который давно жители ждут этой улицы. Эта улица фактически у нас одна из главных улиц города, связующая. Поэтому в этом проекте мы планируем капитально дорогу отремонтировать с тротуаром, с ливневой канализацией. То есть проект такой широкий, имеет очень хорошую, я считаю, перспективу для нашего города. Это ноу-хау, где мы используем технологии, связанные уже с сбором дождевой воды, где для нашего края это очень актуально, потому что у нас дождей нет, потом дождь пошел, затопило все, и дождь, все стеклось в речку, и опять засуха. Так мы эту воду, если в пределах, мы посчитали, около 300 тонн мы соберем после дождей, то нам этой воды потом хватит для того, чтобы дальше поддерживать наши зеленые насаждения в нормальном виде. Тот же наш гость Иван Калиогла, начальник Главного управления делами Башкана, сообщил о том, что недавно прошло заседание регионального совета по развитию Гагаузии, где, я не знаю, я до конца не поняла, либо они покинули встречу, либо заявили о том, что так как состав данного совета является нелегитимным, избран непрозрачно, то они объявили бойкот. И в дальнейшем они отказываются посещать данное заседание, пока министр не примет во внимание этот вопрос и не изменит ситуацию. Вы, как я понимаю, входите в состав данного совета. Вы были на данной встрече? Что там вообще произошло? Я был на данной встрече. Был же в составе регионального совета и прошлый созыв. Я, насколько понимаю, основное требование было со стороны, присутствовал зампредседателя исполкома Узун Илья, да. Были еще председатели районов. Основное требование к министру было то, что совет должен возглавлять Башкан. На сегодняшний день Башкан входит в состав членов этого регионального совета, но основное требование, что должен возглавлять Башкан, как лицо, которое управляет Гагаузией, которое должно заниматься в том числе вопросами регионального развития. Это было основное требование. На сегодняшний день большинством членов регионального совета председателем избран примар муниципия Камрат Сергей Анастасов. Проекты идут. Считаю, что на сегодняшний день региональный совет работает, потому что у нас нет времени для раскачки. Сейчас объявлен 2-й этап. До 16 мая должны подготовить проектную смену документации. 6 проектов по Гагаузии прошли отбор. Некоторые депутаты и члены исполкома и примара немножко не понимают, что те проекты, которые идут через региональный совет, они должны иметь региональность. Что такое региональность? То есть они должны охватывать действия не одной только мэрии, а хотя бы минимум 2-3. Допустим, по Чадурунге, этот проект, который идет через агентство регионального развития, строительство производственной площадки, он охватывает 8 мэрий. У нас есть соглашение с мэриями, заключенное с нашего Чадурунского, частично Тараклийского района, где мэры берут на себя обязательства, когда откроется производство, обеспечить рабочую силу. То есть подобрать персонал, который, компания, которая будет там работать, она будет людей возить, будут автобусы привозить людей на рабочие места, но примары окажут поддержку в том, чтобы эти людей подобрать, то есть непосредственно для открытия рабочих мест. 6 проектов, которые отобраны, допустим, по Чадурунге отобран проект, связанный с обеспечением питьевой водой Чадурунги и 2 населенных пунктов. Бишгиос и Джалтай, где мы заключили соглашение, то есть проект однозначно имеет региональность. 3 проекта, которые прошли по городам, ревитализация, эти проекты, которые идут только на города. То есть села не могут участвовать, села есть другое направление, здесь по ним тоже споров никаких нет. По Увул, конечно, там проект отобран водоснабжение, это всегда, это везде, говорится, что это действительно приоритет у государства.
По Камрату проект, насколько я помню, отобран это упаковочный двор, про который было очень много сказано. Здесь эта проблема, я думаю, что здесь должна разбираться в Камратском районе. Примар Камрата с примарами, насколько этот проект нужен, важен, я здесь не могу судить. Но если это производство, если какая-то переработка, я считаю, что такого рода проекты нужны однозначно нашей Гагаузии, Республике Молдова. Поэтому те проекты, которые были отобраны, я не думаю, что они возникнет вопрос, что что-то было непрозрачно. Давайте мы остановим этот процесс, пойдем в суды, и чтобы эти проекты просто не пошли дальше. От этого Кишинев только выиграет, потому что средства, которые должны идти на данные 6 проектов, они уйдут в другие агентства реального развития, и мы от этого Гагаузия ничего не выиграет. Поэтому в этой ситуации я считаю, что надо находить компромисс, идти вперед и не давать возможность Кишиневу просто деньги у нас забрать. В противном случае мы деньги просто потеряем. Как я сказал, здесь рабочие места, питьевая вода. Это то, что сегодня актуально для каждого населенного пункта, не только Чадрунги, Гагаузии, но и всей Молдовы. Поэтому считаю, что все-таки мы должны находить здесь у нас компромиссы и идти вперед. То есть вы считаете, что если, допустим, дальше эту тему и конфликт раздуют, то, возможно, Гагаузия может остаться поставить под угрозу именно вот эти... У нас есть уже опыт, что произошло с проектом по Пролин. Первый этап мы не смогли завершить, и в итоге на второй этап, который могли привлечь еще порядка 22 миллионов леев с бюджета Молдовы, он не прошел отбор, потому что первый этап не завершился. И фактически мы потеряли 20 миллионов бюджетных денег, которые могли получить с Кишинева, для того, чтобы дальше развивать этот отправленный туристический комплекс. Какая была идея того предыдущего исполкома, что завершим первый этап, подаем документы на второй этап. На второй этап мы подавал исполком документы, но, к сожалению, не прошел отбор, потому что по условиям должно было 70% быть реализовано в рамках первого этапа. А там, вы помните, эти скандальные вопросы, связанные с контрибуцией, с доп. Работами. Фактически данный проект приостановлен. Недавно вы на встрече, насколько я знаю, поднимали вопрос относительно конифермы от Пролин. И, по-моему, тогда вы просили перевести предприятие на баланс Примарии. И сдвинулась вообще ситуация с мертвой точки? Заморозился, нам отказали, то есть нам данный объект не передали. Мы даже просили без финансирования, чтобы нам его передали. Ну, Народное собрание с исполкомом приняли решение передавать. В бюджете на 2025 год они увеличили сумму финансирования. Если она была где-то 1 100 000 в год, то сейчас она порядка 1,5 миллиона составляет. Дай бог, чтобы они этот объект вели дальше. Чтобы этот объект не вспоминали про этот объект только 6 мая, когда нужно проводить большой праздник. У нас май буквально очень быстро наступит, потому что этот праздник ждут многие жители не только Гагаузии, но и Молдовы, наши гости. Это действительно гордость, изюминка муниципия Чадрунга, Гагаузии, Хедерлес праздник большой. Поэтому пока вроде бы процесс там идет, нет никакой угрозы, что предприятие закроется. Надеемся, что исполнительный комитет, потому что больше всего зависит от исполнительного комитета, выдержит вот эту линию, по которой Ибришим гарантировал, что предприятие будет развиваться, и дальше оно будет идти, обустраиваться. То есть я как примар сегодня не вижу большой угрозы в том, что предприятия, как мы думали, что возможно могут просто закрыть, лошадей продать, и мы останемся без данного предприятия. Сегодня оно функционирует, и со слов Ибришима планируется вложить средства, строить ограждения, производить посадку деревьев, дай бог, чтобы так и было. То есть мы только рады будем, если исполком и Народное собрание поддержит это предприятие на уровне региона, потому что такого рода объект действительно должен быть региональный, потому что значимость большая. Это не уровень одной Чадрунги. А почему мы тогда ходатайствовали? Потому что у нас было большое переживание, что это предприятие может просто закрыться и самоликвидироваться. По поводу недавнего, скажем так, утверждения Главного управления образования Гагаузии о том, что якобы преподаватели гагаузского языка дошкольных учреждений могут остаться без работы, попасть под сокращение.
Как вы можете прокомментировать данную ситуацию? Ведь, насколько известно, они никогда не входили в состав Министерства образования. Я вообще не понимаю, вижу очень много информации по данному вопросу, и как-то эту информацию нам должны поднимать примары, скорее, я так понимаю, если мы видим, что есть необходимость для того, чтобы есть угроза какая-то по финансированию детских садов, потому что сегодня детские сады находятся в ведении примарий и финансируются спецтрансферты, которые мы получаем напрямую с Республики Молдова. То есть Гагаузия фактически, если мы говорим про управление образованием, оно обеспечивает процесс обучения. А утверждение штатного расписания, какие кадры мы можем включать в штатное расписание. Допустим, мы утверждаем в конце года бюджет, мы утверждаем структуры всех структур подведомственных, в том числе детсадов. Каждый детский сад мы утверждаем отдельно штатное расписание. По обращению директоров мы вводим дополнительно психолога, можем ввести, логопеда. Всегда в штате были учителя гагаузского и государственных языков, соответственно. Насколько я знаю, обязательно в штате всегда был учитель государственного языка. То, что касается Гагаузии и Тареклии, то решением советов вводились единицы гагаузского языка учителя, соответственно, Тареклии, я так понял, учителя болгарского. И сегодня по обращению директор придет на совет и скажет, а нам есть необходимость изучать французский язык, закон нам не запрещает в штатное расписание детсадов вводить единицу учителя или педагога, допустим, французского, английского, если мы понимаем, что это нужно. Здесь это прерогатива местных органов власти. И я вообще не понимаю вот эту проблему, почему-то в последние 2-3 недели озаботились изучением гагаузского языка. Это проблема наша, это проблема Гагаузии. У нас есть закон о сохранении функционирования гагаузского языка, но я считаю, что нам остро нужно разработать какое-то положение по углубленному изучению родного гагаузского языка, гагаузского, болгарского. И имея такое положение, дальше выходить на Кишинев и требовать, чтобы Кишинев выделял под эту программу отдельное финансирование. Вот это будет, наверное, более правильно. Мы вправе требовать у Кишинева, чтобы они выделяли на углубленное изучение своего родного языка и государственное дополнительное финансирование. Вот эта проблема для меня лично стоит более остро, нежели говорить о том, что кто-то что-то срезал, кто-то что-то не выделяет. Если мы сами здесь не будем предпринимать меры для того, чтобы сохранить, я даже говорю, сохранить свой родной язык, Тареклийский район ведь не имеет автономии, но никто им не мешает изучать болгарский язык. И у них семья, я в Тареклии 8 лет служил, у них в семьях дети все владеют болгарским языком. У нас даже чисто где гагаузская семья, дети не владеют или владеют. В селах может быть больше, в городах практически на уровне минимального какого-то общения. Это же проблема наша, это не проблема Кишинева. Если мы сами не хотим сохранить свой родной язык, никогда Кишинев нам в этом не поможет. Но если мы будем требовать у Кишинева финансирования программ по изучению родного и государственного языка, вот тогда Кишинев обязан нам просто помочь в эти вопросы, в том числе выделением финансирования, каких-то курсов, направлением дополнительных специалистов. Это уже задача центра. Но инициатива должна выходить от нас. А здесь садики это проблема, которую я вообще не понимаю. Эту проблему примары должны поднимать, но не управление образованием, потому что если у нас идет повышение заработной платы по детским садам, то центр выделяет дополнительный трансферт. Если мы когда планируем бюджет и предварительно сумма, которая выделяется на детские сады, мы посчитали, ага, нам не хватает, то мы пишем разногласия, направляем в управление финансов, оно направляет в Министерство финансов, оно рассматривает, если мы убедительны, то они нам выделяют дополнительные финансовые средства на детские сады. То есть это финансирование чисто было всегда с центра. Почему управление образования озаботилось этой проблемой? Не знаю, но я думаю, что в управлении образования есть очень много других проблем. Как сделать так, чтобы наши дети, когда заканчивают 12 классов, чтобы они владели родным языком и владели государственным. Вот это проблема, которую должна решать управление образования. Почему в частном вузе дети заканчивают 12 классов, говорят совершенственно на английском языке, на государственном, а почему в государственном учебном заведении наши дети-выпускники не доходят до 12 класса или владеют очень плохо языками? Вот этим должна заботиться, я думаю, что управление образования и заниматься вот такими программами. Имея программы, идти, стучаться и требовать деньги у Кишинева на эти программы. Это я высказываю свое мнение как примар муниципалитета Чадрунга.
Спасибо вам за откровенность. И наша программа подходит к концу. Заключительный вопрос. В одной из наших передач вы сказали, что за 9 лет на посту примара вы еще никогда не испытывали такого разочарования, как сейчас. С чем это связано и усилилось ли ваше разочарование с тех пор, либо ситуация изменилась? Ну, наверное, у каждого примара бывают периоды, когда ему сложнее, когда-то легче. Бывают периоды, когда примар упирается в какую-то стенку, видит, что дальше вот двигаться тяжело. Ну, это надо, примар сам должен все это перейти. Потому что в этой ситуации примара может понять только примар-коллега и поддержать, потому что примары сталкиваются все с одними и теми же проблемами. И проблемы исполкома, и проблемы народного собрания – это проблемы, они считают, что более глобальные, но иногда более глобальные проблемы меньше имеют значение для жителей, нежели дорога, материальная помощь, крыша. Соседский спор, крыша. Эти проблемы, с которыми приходят люди к примарам. И задача примара максимально выдержать весь этот напор жителей, не сорваться. Самое главное, я всегда говорю своим коллективе, наша задача быть всегда людей выслушать, не срываться, потому что люди приходят к нам с болью. Ну, любой примар имеет, наверное, какой-то предел того, когда ему надо или уйти в отпуск, или где-то отдохнуть, потому что работа, которая есть, она есть, и мы идем вперед. Понимаем, что сложно, хотелось бы, конечно, больше поддержки со стороны региональных властей. Но, как вы сказали, мы пишем проекты, да, много где нас не отбирают. Это тоже нормально, результаты отрицательные, это тоже. Мы работаем над ошибками, идем вперед, пишем проекты. И уже только на этот год у нас есть 4 крупных проекта, это порядка 100 миллионов леев. Если сравнить бюджет города, сегодня 100 миллионов леев. В бюджете города, где 100 миллионов леев, на развитие есть 6,5 миллионов леев, это дорожный фонд. Остальные средства все уходят на оплату зарплаты, услуга. 6,5 миллионов леев мы имеем на развитие. Также имели в 2024 году 6,5 миллионов леев на развитие, но мы привлекли за счет проекта 93 миллиона леев. Жители не задаются вопросом, где примар берет эти средства. То есть примар должен быть гибким. Примару сегодня приходится выкручиваться. Между центром, между регионом, между донорами, между партнерами. Это ведь жителей не волнует. Люди хотят, чтобы был результат. А когда есть результат, то примар это, я считаю, что вдохновляет на большую работу. Когда ты понимаешь, что день прошел и по итогу дня есть какой-то результат твоей работы, то хочется работать дальше. Если результата нет и ты уперся в стену, не видишь выхода, то хочется просто отпустить руки и уйти. Сегодня, несмотря на все моменты, мы работаем, у нас есть до конца мандата 2,5 года, поэтому задача максимально развивать город, чтобы город не превратился в деревню. Мы не хотим, чтобы Чадурунга превратилась в деревню, и несмотря на то, что мы теряем структуры, теряем суд, теряем прокуратуру с 1 апреля, дальше, наверное, скорее всего, и полиция, мы будем бороться. И будем бороться и с Камратом, и с Кишиневым за то, чтобы отстоять то, что должно быть у нас в Чадурунге, в муниципалитете. Мы районные центры. Мы долго добивались статуса муниципия, поэтому мы не сдадимся. Анатолий Афанасьевич, спасибо вам огромное за вашу откровенность, за интересную дискуссию. Я желаю, чтобы оставшиеся 2,5 года вам хватило сил, энергии, запала для решения всех насущных глобальных вопросов для жителей муниципия Чадурунга. И желаю таких же активных примаров, действенных в написании проектов и другим населенным пунктам. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней передачи Love Zone был примар муниципия Чадурунга Анатолий Топал. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До свидания.